Анатолий Николаев. В 1994 году закончил с красным дипломом биолого-географический факультет Якутского государственного университета имени Максима Амосова по специальности учитель биологии и химии. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук по специальности экология. Был принят научным сотрудником группы лесоведения Института биологических проблем криолитозона Сибирского отделения Российской академии наук. В 2001-2011 годах старший научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Павла Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. В 2011-2013 годах декан биолого-географического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. В 2011 году защитил докторскую диссертацию. В 2013-2017 годах директор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. 26 июня 2019 года назначен ректором Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Свободно владеет английским языком. Я с каждый раз с тоской вспоминаю о том, что я не смог поступить в Якутский государственный университет. Провалил экзамен. Я знаю, что вы тоже провалили в свое время один экзамен. Я, проезжаю и с каждым годом все глубже чувствую миссию и значимость нашего университета. Особенно, когда появился памятник Мордину Аксентию, первому ректору. Поэтому разговор с ректором кузницы кадров для меня очень-очень важен, интересен. Ректорская должность, которую я как тоже прошел через это, создавая институт арктический, ректором-организатором был, так хорошо вас понимаю, что даже не хочется спрашивать, как это так, 19 тысяч студентов, 35, сколько, преподавателей сколько? 3,5 преподавателей, где-то более 1500. Более 1500 преподавателей. Огромное, оказывается, это хозяйство, да? Около 40 или сколько там вот этих зданий и так далее. Больше. Больше даже? Больше есть. Проезжая мимо, смотрю, там, был Якутский государственный университет. А потом, Северо-Восточный университет, да, федеральный университет имени Максима Амосова. Что для вас важнее в северо-восточности? Север или восток? Ну, достаточно философский вопрос, да. Ну, тут невозможно сказать, что важнее, север или восток. Мы все-таки находимся на северо-востоке. Потому что и приоритет, и сделать или на север, или на восток тоже как-то будет для нас, для Северо-Восточного федерального университета было бы, одним словом, как бы странно. Потому что даже исторически, если взять, да, Якут всегда был форпостом, да. Это открытий и на севере, когда вот экспедиции Дежнева и так далее, многие на Беринге, они все проходили через Якутск, многие. И даже в восточной части нашей большой страны тоже Якутск был мостом открытия восточной территории. А для нашего федерального университета, Северо-Восточного федерального университета, это же, конечно же, в первую очередь это кузница кадров, да, кузница, и потом можно пойти дальше, да, и что мы не только кузница кадров, но и центр преобразования всего северо-востока страны. Это на нас возложена достаточно большая миссия. Истоки ведут в 1934 году, да, когда образовался Якутский педагогический институт. Потом в 1956 году, в этом году как раз будет 65 лет образования университетское, это Якутский госуниверситет. А потом уже мы стали Северо-Восточным федеральным университетом. Когда я разговариваю даже со студентами, да, они, многие, не знаю, почему же наш университет имя Максима Кировича Амосова. Да, и, конечно, в тот момент, в 20-е годы, когда Амосов и его коллеги ставили вопрос о том, узнать потенциал молодой республики, и, конечно, большая экспедиция была Академии наук, оно, конечно, действительно показало то, что у нас достаточно большое количество населения безграмотное. И по борьбе с этой безграмотностью был открыт педагогический институт. То, что инициировал Максим Кирович, стало подоплекой открытия вообще в целом высшего образования в нашей республике.
Середины 50-х годов это промышленности, потребности республики и вот всей этой большой территории привело к тому, чтобы был открыт университет. И спасибо вот людям, которые именно вот это вот сделали. Это первому ректору, который тоже сделал достаточно много, и чтобы вот это вот более широко появились и кадры, которые восполнили вот этот большой пробел. Третий этап – это наш федеральный университет. Как говорил один известный политик, кадры решают все, да. Но там у него сказано по-другому, как я знаю, технически оснащенные кадры решают все. От квалификации, от компетенций кадров зависит многое. Даже если взять вот ту же самую сейчас модно для цифровизации, да, кадры для цифровой экономики и так далее. Мы можем оснастить все, да, можно купить компьютеры, разную аппаратуру и так далее. Но если кадры не будут готовы работать вот с этой аппаратурой, то грош цена всему этому. Северо-Восточный университет наш, это федеральный 10 же, как бы статус федеральный, 10 всего по России университетов. Так, и федеральная, она как бы значимость, конечно же, я читал ваше интервью, статьи, выступления, даже выступали на чистом английском языке. Везде вы говорите о значимости федерального масштаба. То есть мы же мыслим-то Якутский государственный университет, мы мыслим как бы региональными такими масштабами. Что для вас вот федеральный масштаб? Сейчас университеты так трансформируются, так преобразуются, что в первую очередь выходит, конечно же, основная деятельность – это подготовка кадров. Но федеральный университет – это намного больше, потому что мы включаемся вообще в целом как центр развития общества, центр развития макрорегиона. Мы и включаемся в разработку программ, социально-экономическая программа развития. Мы сейчас являемся, можно сказать, даже корпорацией, да, которая делает не только образование, не только науки, инновации, но и мы являемся большим аналитическим центром, экспертным центром, центром притяжения, аккредитации и так далее. Мы намного больше, чем простой университет. Вы назвали 3 кита, на котором, значит, университет держится, да? Вот 3 кита. Про какие вы говорите 3 кита? Мне очень... я хочу даже поспорить в чем-то, но мне интересно. В первую очередь, конечно, наука. Сейчас обратно наука возвращается в университеты, науки, инновации, разработки. Да? Ну и третий кит, это все-таки третье место университета, это как и воспитательная роль, это воспитание человека. Вы в одном интервью говорили о том, что инженерный как бы, кластер будете создавать, потом, значит, гуманитарный и третий был... Да, естественно, медицинский вот такой. Вот да. про это говорили. Это если взять сферу, области, вот три области, не как вот область работы, действия, влияния, да, это как наука, образование и так далее. А это просто, я вижу 3 вот больших кластера, научно-образовательных кластера. Это вот концентрация инженерной мысли. Инженерный, да. Да, где там и автодорожные, горные, и то строительные. Есть геология, все это входит туда, да, это все инженерное. Да. Потом гуманитарный кластер, это все гуманитарные направления, история, ФЛФ, язык и культура, экономика, это все гуманитарные. Ну и, конечно же, естественные. Там вся медицина, биология, химия, физика и так далее, это все естественники. Эти 3 направления, которые вы обозначили, они, правда, касаются и масштаба, не только, и мирового масштаба касаются. Так. Скажите, у вас, значит, все-таки вот человек живет же впечатлениями, да, впечатлениями. Не только наукой, не только знаниями, еще впечатлениями. У вас, значит, от этого огромного масштабного явления, как наш университет, у вас какие вот такие впечатления в начале были, а сейчас какие? Ну, все-таки я не сразу стал, конечно, руководителем. Да, я прошел все перипетии, все вот эти вот пути. Да, я когда закончил университет, а потом уже я вот работал и лаборантом, и ассистентом, да, и организовал в свое время и профсоюз аспирантов-ординаторов, и профсоюзные линии тоже знаю.
И потом после этого уходил в академический институт и полностью 10 лет, даже 11 лет, да, немножко проработал в чисто научной деятельностью занимался. И потом в 2011 году предложили стать деканом. Я прошел и деканство, прошел и директорство, потом прошел путь проректорства. Да, Евгения Александровна предложила мне стать проректором. Да, сюда курировал все естественные направления. Это Институт математики и информатики, Институт естественной науки, вот, физико-технический институт и медицинский институт. Потом еще добавилось еще 4 института под мое курирование. Это вот инженера, инженерно-технический, Горный институт, геологоразведочный факультет, да, ну и, конечно же, строительный, ну, автодорожный факультет. Так что получается почти половина всех подразделений, самое главное, не самых маленьких, самые крупные подразделения, это я курировал. И, можно сказать, был в курсе вот всего основного, да, что кроме гуманитарного направления, да, я вот полностью университет курировал, поэтому мне было чуть-чуть легче включиться в работу руководителя. Все вот эти нюансы работы деканов и так далее я, в принципе, знаю, поэтому многие вопросы уже могу уже с той стороны, с той позиции посмотреть и решить. И вы в своих выступлениях, статьях приводите такие примеры. Оксфордский университет, там, да, и другие университеты, Гарвардский. Делая пример вот этих больших университетов, я могу сказать, что для нас возможно за очень маленький короткий период стать узнаваемым в мире университетом. Это просто так и делается. Просто так, если даже, например, в Российской Федерации был такой большой конкурс 500, но чтобы там ведущие университеты, там их было штук 21 или 23, чтобы они вошли в топ-100 ведущих рейтинговых компаний, да, ну, агентств. И, конечно, просто даже денежными вливаниями вот этого не делается. Да, нужно работать планомерно, но для нас, для университетов России, дан очень короткий путь для разбега. Мы должны за очень короткий путь стать узнаваемым в мировом плане. Ну, это, конечно, чтобы стать вот на такой уровень, как Оксфорд, так же, как Кембридж или другие университеты, Стэнфорд, MIT, тогда нужно было начать еще более чем 100 лет назад. Да, чтобы это так же, как это, почему футбольные газоны в Англии очень ровные, да, и там тоже ответ, нужно было начать газон косить более чем 100 лет назад. Даже больше. Даже больше, да. И, конечно, сейчас мы, имея опыт, да, историю, опыт создания тех университетов, внутри себя должны найти изюминку. В чем же мы будем узнаваем? Да, а просто так копировать их опыт тоже не получится, да, потому что они же давно убежали, за ними бежать, еще и если они бегут еще с большей скоростью, мы как медленная машина их точно не догоним. Да, а в какой-то сфере, какой-то специфике, с каким-то нюансом мы, значит, можем стать узнаваемыми. То есть у нас есть, например, в Якутии мерзлота, холод, да, какие-то специфичные условия, да, малое количество населения, большие территории, да, и, конечно, мы должны стать вот университетом, который решает вот эти проблемы вот таких малонаселенности и больших территорий. Говорите о геополитическом значении нашего университета, да? Да. Ну, геоэкономическое, геополитическое значение. И вот вы сейчас, когда говорите, я вот вспомнил о том, что глава еще в своем послании вот, прошлого года, в декабре, он говорил о геокультурной идентичности. Вот как раз вы на эту тему, геокультурная идентичность народов республики, да и всей республики. В этом плане вот северо-восточный университет, оно как бы уже в основе имеет как бы ориентир для попытки геокультурной идентичности установить такую. Да? И вот получается, что вот я также вот, вы про экологию много говорите. Я сам эколог. Да, вот, про экологию, так. И ваши научные труды очень связаны с природой, с климатом. Да, дендрохронологические исследования. Вот, например, для простого вот слушателя сегодня нашего передачи, для него это звучание такое странное такое, да. Вот если простым словом сказать, что это значит? Ну, дендр – это дерево, хронос – это время, но при помощи древесной коллекции я восстанавливаю, что было в прошлом.
То есть, мой друг, тоже дендрохронолог, говорил, что деревья не врут. Деревья не умирают? Не врут. А, врут, то есть? Не врут. Потому что какой климат, какое воздействие, так они и растут. Они не могут расти, чтобы наврать нам, ученым, по-другому. Потому что есть какие-то причины, факторы, которые повлияли на работу камбия, что кольца будут или широкие, или узкие. Например, камбий плохо работал, значит, на него было негативное воздействие факторов. Например, тоже температура, или осадков было мало, было холодно, или еще какие-то факторы. Да. Были пожары, может быть, да, которые повлияли. Или, например, те же насекомые, да, например, шибийский шелкопряд пришел и всю хвою съел, продуктов нет для того, чтобы там строить те же ягодичные кольца, значит, там что-то повлияло. Поэтому мы, как ученые, должны вот это вот все разобраться, факторы посмотреть, да, и прояснить картину прошлого. А если мы знаем картину прошлого, то, в принципе, мы можем прогнозировать, что будет в будущем. Да, ну, вот это вот такая работа. А моя работа была сделана на основе влияния многолетней мерзлоты. И, конечно, когда я говорил, что есть корреляционная связь с зимними температурами, параметр, статистический параметр. От слова корреляция. От слова корреляция. Корреляция. Да. Ну, это как бы схожесть, например, было так, и поэтому растут. Похожесть, так, да, схожесть. И меня как раз, когда я много раз выступал, спрашивали, ну, зимой же деревья не растут. Так. А в чем, почему этот зимний фактор-то влияет на тот момент, когда деревья летом только растут? Ну и, конечно, приходится отвечать, что зимой, если зима очень такая экстремальная, холодная, да, будет большое промерзание мерзлоты, и очень много энергии, времени потребуется для того, чтобы земля растаяла, и чтобы деревья начали расти. А у нас вегетационный период достаточно короткий, да, и поэтому корреляционная связь достаточно высокая, отрицательная. Ну вот якутское место Анхо, так, да, мировое же древо, так, главный символ. То есть я вот сейчас вас слушаю и поражаюсь нашим аланхасутам, которые про это и говорят. Это вы же научным языком говорите, вы наука, да. А в эпосе про это говорится, о том, что вот древо, оно так, оно связано и растет, и наверх, до верхнего мира, обратно, то есть процесс, про который вы говорите, так, да. То есть это, как вы сказали, деревья не врут, так, да. А о деревьях сейчас говорят о таком глобальном потеплении, говорят или нет? Конечно. Последний вот такой взгляд, анализ, да, вот показывает, что вот такое потепление есть. Да, но не надо пугаться, потому что деревья, нам сказали еще, да, что первое тысячелетие было намного теплее, чем второе тысячелетие вот нашей эры. Да. Были времена, когда было намного теплее, чем сейчас. Да, и это тоже вот ископаемые данные тоже вот это показывают. То есть наука, которым вы занимаетесь, она обретает не только такое научное значение, но еще и климатическое, геополитическое, экономическое значение деревья. На нашем языке, вот на языке людей культуры, искусства, деревья умирают стоя, или деревья, деревья не падают, они стоя умирают, да. И вы вот такую истину, простую истину мне сказали. Я даже вот если мы сидим под люстрой Сахатеатра, которые сами дизайнеры обозначили как интеллектуальное древо. Вот оттуда свет должен идти, по идее, это свет сюда падает, интеллектуальное древо. Свет это интеллект такой. Ну, поскольку университет это свет, вырабатывает свет, интеллект нации. И тут, значит, сразу главное, самый для вас опасный вопрос. А неужели все-таки мы станем с искусственным интеллектом, пока на данном этапе все из пандемии и так далее, общение через вот гаджеты и так далее, неужели это обретет такой масштаб, что мы потеряем человека?
Ну, тут же вы тоже цитировали нашего президента, да он же, по-моему, в одном из своих встреч, по-моему, с молодыми учеными или с кем-то там, он тоже сказал, что может ли искусственный интеллект стать президентом. Он же ответил, он не может, потому что у него души нет. Ну, он, вот так, да, он говорит. может быть, прямо не так, но он сказал, Нет, что... он так сказал, Да, да. он души нет. Так. То же самое, я думаю, что искусственный интеллект, он всегда будет инструментом для быстрого расчета каких-то процессов. Я на это очень надеюсь, да. Но если, конечно, будет такой, что вот космонавт Иван, или как его звали, просто выключал музыку на МКСе, ну, да, это заставляет тоже задумываться, да, что вот такие моменты тоже могут быть, да, но, скорее все равно нужно, чтобы искусственный интеллект больше помогал человеку, развитию человечества, нежели он сам в свободное плавание ушел. Это чревато, конечно, очень большими рисками. За вашим креслом там вот эти вот дощечки, же есть дощечек, Да. сделана вот эта вот инсталляция, да, и у ваших помощников тоже спросил, что означает, мне сказали, что это река. Да, река Волны. Река, волны. Но я в этом посмотрел очень такой философский. Это может быть река жизни. Да, река жизни. Река жизни, и вот эти вот маленькие дошечки, они это судьбы людей. Да. Из этих правильно. судеб людей и вот большая река жизни. Река времени, Река жизни. времени, река времени. Да. Да, и, конечно, почему они еще перекрестывают, это очень даже похоже с моей работой, да, когда мы делаем реконструкцию климата по древесным кольцам, мы даже реконструируем, например, взял пень, дерево, которое давно умерло, да, погибло, мы восстанавливаем даже на несколько тысяч лет. То есть судьбами разных деревьев мы восстанавливаем в целом хронологию на несколько тысяч лет. То же самое, вот ваша инсталляция показывает, что из судеб многих людей мы можем восстанавливать историю. Вот я, Это тоже поскольку вы меня переводите на мое любимое образное мышление, от науки так, да, я вот, когда создавал институт арктический, то студентов я назвал птицами. Птицами Агугук. Ну, из моего спектакля птицы, так, да. И образ птиц там. Да, поэтому вот... вот эти образ птицы там, полярная сова, которая летит, спасение культуры и так далее. А вот какой образ можно было бы ваши студенты, для вас какой образ? Для меня птицы они. Ну, понятно, искусство, культура, а образ какой? Который вы сами уже несколько раз сейчас назвали. Студент это в первую очередь личность. Да. Я все равно своих студентов вижу это как будущее нашей страны. Что мы в него вложим, то и получим через лет 10-20, ну, может, еще ближе. Да. Потому что мы же не вечно же будем сидеть руководителями или другими людьми. Если мы их не воспитаем людьми, которые будут любить свою родину, будут делать все для того, чтобы наша страна развивалась, или даже наша малая родина, то мы получим совсем плохой результат, если мы не воспитаем человека. А это будут просто люди с дипломами, но без внутреннего стержня духовного. И в этом плане мы, конечно, делаем вот работу, ну, воспитательную я не скажу, а чтобы студент почувствовал университетскую среду. Внутри вот этой среды мы должны помочь ему стать личностью, которая умеет ставить цели и умеет решать. Ну, а если мы просто дадим, да, вот это стол, вот эта функция работает вот так, а если для чего, почему и как, и для чего, это возникает достаточно широкий смысл. Вот вы слово компетенции несколько раз сказали, компетенции, да? Компетенции. Но мне почему-то не нравится это слово. Мне тоже не нравится. Но... Вот, почему не нравится? Ну, это сейчас модное слово компетенция. Я бы сказал, может быть, навыки и внутреннее содержание человека. Навыки. Вот мне очень в творческом плане навыки очень важны. Навыки. Вот. И внутрь содержания. Да. Хорошо. То есть получается, что все-таки я редко так слышу, когда обучающая сторона в последнее время, раньше всегда говорили о воспитании, воспитание. ИИТ, вот даже я сделал такой аббревиатуру ИИТ, то есть на якутском языке, если ИИТ это, зарядить там, ИИТ интеллектуальные, инновационные, творческие идеи, инициативы. Получается аббревиатура интересная. ИИТ.
Вот вы говорите о воспитании говорите, да? Ну, вы патриотическое воспитание, вот сейчас вы сказали. А все-таки хотите, я подарю вам образ? Вы мне сейчас подарили знание о дереве, а я хочу образ так подарить. То есть вы говорили о дереве, да? Мне почему-то показалось, что студенты все эти разные деревья. И вы, значит, из этих деревьев кто-то вырастает огромным дубом, кто-то, может быть, правда, лук может вырасти так, да? Кто-то вырастает таким березой и так далее, но они вот как раз держат-то планету, и не только республику, не только на вечной мерзлоте, вот как деревья. Вот вы же поливаете знания и создаете такое, да. Следующее. Вот я также, читая ваше интервью, вдруг, значит, подумал о том, что вы человек, ну, человек от науки, человек от как бы практики, так, да, и сам педагог и так далее. Вот где истоки вашего как бы становления? Где? Где ваши корни? Я сам с Верхнеюрского района, да, село Намца, я там родился, прямо в деревенской больнице родился, там вырос. Мои родители, конечно, когда закончили, ну, мама закончила, ее распределили в другую деревню, да, но в силу времени, обстоятельств я остался у бабушки, так у бабушки и воспитывался, там, и в Намской школе. Бабушкин внук. Бабушкин внук. Да, и, конечно, когда у тебя младшие родные, 3 брата, 3 сестры, вот оттуда, может быть, есть ответственность за судьбы, за то, что, например, меня, конечно, маленьким был, ругали, да, или ты не усмотрел, или ты виноват, то, что ты вот заставил, ну, вот это вот сделать. Да. Вы в семье старший. Да, я самый старший в семье, и оттуда у меня исходит, вот, например, может быть, ответственность за судьбы людей. И, конечно, я вот воспитан и советским временем, был и пионерским активистом, был и член первичной комсомольской организации, да, и, конечно, вот воспитан в духе коллективизма, опоры на товарищей, на друзей, да, на то, что мы должны иметь одну идею делать, да, и поэтому я никогда не был авторитарным человеком, да, я всегда человек, как бы скажем, командный, да, и поэтому везде, как бы, вот, даже вот будучи деканом, ну, до этого, в принципе, работал и профсоюзом, лидером Института мерзлотоведения 2 года, да, и вокруг себя всегда создавал команду единомышленников, да, и только командой решал многие вопросы. И сейчас тоже команда, в принципе, создана, да, и сейчас мы будем преобразовывать университет. Как вначале я спросил у вас, что для вас главнее, север или восток, да? Ну, вы очень, как государственный уже человек, ответили. Так, вот смотрите. Поэтому меня больше интересует сегодня север, так, да, арктическое. Вот. Я знаю, что у вас очень много программ в этом плане, огромную работу развернули вы. Ну вот есть институт иностранных языков или как? Институт зарубежной филологии и регионоведения. Вот я, как обыватель, всегда беспокоюсь по поводу выпускников этого института. Мне кажется, что они все уедут, кто во Францию, кто в Англию, кто там в Японию, кто в Китай. Так. Как сделать, чтобы институт это работал на республику, на Россию работал? Нет, ну... А не кажется ли вам, что это какой-то... Нет, ну, тут я бы не сказал, что выпускники нашего университета прямо берут и сотнями уезжают, да. В основном они остаются работать здесь. Ну, в основном здесь, да. И, конечно, мы не препятствуем, если кто-то уехал, да. Это просто будет наш человек, который будет мягкой силой в продвижении нашей культуры. То есть все-таки, это хорошо. То есть все-таки наш агент это, да? Ну, агент это как-то грубо, да, но просто через него будут знать о нас. Да, и может быть вот этот человек станет мостом
нашего преображения и еще большего усилия. Но для этого же надо, чтобы вот та якутка или там русский или какой другой национальности парень с Якутии, он должен же знать и свой язык, и свою культуру, да? Ну, насчет языка, конечно, прекрасно, если они знают родной язык. Да, мы сейчас делаем достаточно много для того, чтобы в эту сторону работать. Но самое важное то, что мы как федеральный вуз должны воспитать человека, который в целом о культуре Северо-Востока знал. Да, ну, в широком плане, да. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы этот человек не стал бы там транслятором якутского языка или там эвенского, янкийского языка, да. Но, конечно, если это так есть, то это будет прекрасно. Но если он хотя бы скажет о наших традициях, того же цеха, лонхо и других, например, достопримечательностей нашей республики, нашего края, это будет достаточно много для того, чтобы другие люди заинтересовались нашей республикой и приехали к нам хотя бы посмотреть. Вот вы вот очень правильно вот сказали по поводу того, что они становятся как бы представителями культуры своего народа, через язык переводят там, да. И сейчас слово, это переводческая культура у нас сейчас находится на достаточно таком низком уровне, я считаю. В советское время это идеология же была, перевод авторов, якутских авторов на русский язык, на другие языки. А сейчас как-то такое, да, и поэтому, наверное, вот эта миссия, она может быть стать еще вот переводческой, то, что вы сказали, переводить, не только перевести с одного языка на другой, еще переводить культуру через язык такой. Да, передать именно. Передать, да. Ну, Антон Николаевич, вы не должны беспокоиться по поводу того, что мы ни о чем не поговорили. По большому счету, да. Поскольку, еще раз возвращаясь к началу нашей беседы про Ясной Луне, как я называю, передачу мою называю «Эль-Етен». «Эль» – это страна, народ, государство, воспитать Етен с якутского. И вот я более чем убежден, уверен в том, что вы являетесь вот человеком как раз вот этого уровня, тем более ваша как бы обязанность как ректора. И поэтому я благодарю за то, что вы пришли на эту передачу. И невозможно охватить все и вся, вы это знаете. То есть широкий спектр вашей деятельности. Но все-таки мы о чем-то важном, видимо, обсудили. И я тоже очень надеюсь, да, и, конечно, вот через очень хорошую вашу передачу мы хотели бы обогатить вообще восприятие о нашем университете. Ну, может быть, обо мне, но самое главное о том, что сейчас, что если зритель узнает, чем же дышит университет, какие цели, задачи ставят. Вообще основная цель университета – это что? Это, во-первых, это обучение студентов или в целом воспитание или подготовка хороших людей. Прекрасно. Я вам дарю мою книгу «Путь Республики Саха» называется. Ну, в основном это, конечно же, имеет культурное значение, да, искусство, через это искусство, через культуру «Путь Республики Саха». Вот для республики вы делаете большое фундаментальное дело, спасибо. Вот я дарю эту книгу. Спасибо. Ну, я тоже пришел не с пустыми руками, да, вот мы сейчас, университет, взяли курс на цели устойчивого развития человечества. И сейчас вот сделали вот доклад за 2020 год, да, и тут по каждой цели, да, вот что мы делаем, как мы делаем, что мы достигаем. Ну, вот это вот очень хорошая вот. И еще маленькая книга, да, мы в январе делали большую выставку про наших студентов-героев, про наших медиков, которые встали на борьбу с коронавирусной инфекцией, да, ну, болезнью, да. И тут портреты вот наших студентов, да, и вот эту вот книгу будем еще раз переиздавать, да. Вот это воспитательное значение. Да, это воспитательное значение. И тут, если посмотреть, да, то... Это вот Кугунуров, что ли? Нет, это Андрей Васильев. Да. И тут я там отметил, что у них взгляд очень поменялся. Вот так, за это время, да? За это они были такие веселые, радостные, и потом раз они стали... Были другое ипостась. Да, ипостась. Все они сосредоточенные и понимают, с чем они имеют дело. Прекрасно. Да. Ну и наш доклад, и вот
У мене книга от Семена Данилова, это то, что там им давалось, наша помощь. Спасибо. Очень багато, ага.